Здравствуйте, ребята! Я снова рада вас приветствовать в веселой мастерской. Тема сегодняшнего урока – натюрморт. Необходимые материалы для урока: лист бумаги формата А4, кисточки, краски. Приступим. Использовать будем желтую краску. Для начала разделим наш лист на две части. Верхняя часть будет задним фоном, нижняя часть – столом, на котором будет находиться наша ваза. Закрашиваем задний фон наискосок, чтобы создать эффект движения. Обратите внимание, я использую широкую кисточку. Добавим немного красной краски. Смешаем вместе с желтым в правой части листа. Верхняя часть готова, задний план. Приступим к переднему плану. Теперь мы будем использовать только желтую краску и наносить ее будем горизонтально. Итак, наш фон готов. Приступим к построению вазы. Мы будем с вами использовать холодный синий цвет. Рисуем круг. Посмотрите внимательно, как я его располагаю. Часть круга заходит на задний фон, часть круга на стол. В нижней части рисуем трапецию и немножечко ее скругляем. В верхней части мы тоже рисуем трапецию и точно так же скругляем снизу и сверху. А теперь закрашиваем левую часть вазы синим цветом. При смешивании синего цвета и желтого появляется зеленоватый оттенок. Представим себе, что освещение у нас падает с правой стороны, поэтому справа мы наносим белую краску. Добавим немного синего, чтобы переход был плавным и создавался эффект объема. Верхнюю часть закрасим синим. Прорисуем контур правой стороны вазы. Смягчим переход. Отлично, теперь прорисуем веточки будущих цветов.
Для этого мы используем тонкую кисточку и темную зеленую краску. Теперь необходимо смешать зеленый цвет и желтый. Прорисовываем листочки методом примакивания. Рисуем листочки в разные стороны, поворачивая кисть так, как вам удобно. Листочков должно быть много. Посмотрите, как преображается наш рисунок. Теперь добавим синего цвета в нижнюю часть листочков, для того, чтобы показать, куда падает тень. За счет этого наш рисунок будет более живописным и выразительным. Добавим еще немного тонких веточек. Приступаем к следующему этапу. Мы будем рисовать цветы в технике оттиск. Возьмем лист бумаги, сомнем его, цветы могут быть любого цвета, я буду использовать белый. Наносим на бумагу белую краску и делаем оттиск. Если краски недостаточно, наносим еще и повторяем. Цветов должно быть нечетное количество. Теперь возьмем белую краску и добавим к ней немного желтого. Все хорошенько перемешаем и будем украшать нашу вазу. Вот здесь рисуем дугообразные линии, чтобы придать объем нашей вазе. Украшать я буду очень просто. Полоски, точечки. Узор в виде треугольников. В центре нарисую волну. Снизу повторим рисунок. Снова рисуем дугообразные линии. Ставим точечки. И узор в виде треугольников.
Посмотрите, какая нарядная становится наша ваза. Теперь я хочу немного добавить красного цвета. Я смешиваю красный с белым и ставлю розовые точечки. Вы можете использовать любой цвет. Таким же образом прорисовываем и горлышко вазы. Приступаем к нижней части. Узор будет аналогичный. Для большего контраста с правой стороны я нарисовала яблоко. Это на ваше усмотрение, его вы можете не рисовать. Черным цветом прорисовываем тычинки и пестик. Делаем это очень аккуратно, ставим 4-5 точек и рисуем линии, похожие на усики. Смешиваем синюю краску с белым и как бы намечаем наши лепесточки цветов. Местами не нужно прорисовывать весь цветок. Можно еще нарисовать бутоны, которые не распустились, методом примакивания. Посмотрите, как оживляется наш рисунок. Рисуем бутоны с разных сторон. Для живописности рисунка добавим немного синей краски в наши бутоны. Если есть желание, можно прорисовать тонкие лепесточки. Вот такой натюрморт у нас получился. Спасибо за внимание. До новых встреч, ребята!